Подходит к концу 2018 год, а это значит, пора подводить итоги. Этот год был урожайным на события, как хорошие, так и не очень. Редакция Осетия News постаралась выделить десятку самых важных событий уходящего года для Осетии и ее жителей. Итак, поехали. Чудо, в которое до сих пор трудно поверить. Завод «Электроцинк» закрыли. Да-да, мы сами до сих пор в приятном шоке. Это произошло, и слава богу. К сожалению, не обошлось без потерь. Прежде чем отравлявший завод закрыли, там случился пожар, всерьез напугавший жителей Владикавказа. Сгорел главный цех. Во время тушения погиб спасатель, и еще один серьезно пострадал. Еще без работы останутся десятки людей, но надеемся, что они найдут другое место, ибо все это во благо народа и экологии города. Если бы Осетия News вручала премию «Человек года», то одним из главных претендентов на это звание мог бы быть министр МВД Северной Осетии Михаил Скоков. Завоевав уважение народа, он теперь занялся наследием. Ему принадлежит идея создания мемориального комплекса Барбашово поле и воссоздания музея МВД. Если вы что-то из этого не видели, то настоятельно рекомендуем. Мы не только бандитов ловим, но и создаем замечательные проекты, шутит Михаил Скоков. Наш земляк Станислав Черчесов выбил землю из-под ног всех болельщиков. Сборная России в рамках чемпионата мира 2018 по футболу превзошла самые смелые ожидания. Наша команда смогла пробиться в 1/4 чемпионата мира. Лучшая в ее истории не бывало со времен СССР. А волшебные усы Черчесова стали мейнстримом. Что может быть лучше и переполняющей тебя гордости, потому как именно осетин смог поднять тонувший российский футбол на мировой уровень. После недолгого перерыва в Осетию вновь привезли золото чемпионата мира по вольной борьбе. И сделал это 22-летний Заурбек Сидаков. В непростое для Остинской школы борьбы время он подхватил падающее знамя, громко заявив о себе. Помимо великолепной победы на чемпионате мира, Сидаков завоевал золото первенства Европы до 23 лет и победил на чемпионате мира среди военнослужащих. Победу спортсмена отметил и президент страны Владимир Путин. Ну а мы просто в восторге от того, что у нас появился очередной чемпион. Одно из самых резонансных дел этого года – суд над двумя контрактниками Зелимом Албеговым и Арсеном Слановым. Их обвинили в избиении офицеров. Разбирательство планировали провести тихо, чтобы незаметно посадить ребят. Но общественность это заметила, и все переросло в один из самых крупных скандалов. Спустя 1,5 года и несколько судебных заседаний ребят все же признали виновными. Это решение вызвало настоящую волну возмущения. По всей стране люди собирали подписи в их защиту, писали письма Путину и Шойгу. В защиту парней выступили все, от главы республики до рэпера Мияги. И это помогло. Реальные сроки сменили на условные. Ребята могут жить обычной жизнью. Но это не конец. Адвокаты парней продолжают бороться. Цель – полное оправдание. Еще одно важное политическое событие – кадровые перестановки в республиканском правительстве. Лица в Кабмине существенно поменялись. Если коротко, то новым министром спорта стал Владимир Габулов, а на повышение пошел Русланбек Икаев. Он теперь целый зампред, а значит, что и добра, которое он делает для людей, станет больше. А вот попрощаться пришлось с самым любимым министром – Михаилом Ратмановым, возглавлявшим республиканский Минздрав. Погостив на Кавказе, помахав шашкой, он отбыл в славный город Самара на аналогичную должность. 2018 год смело можно назвать урожайным на спортивные мероприятия и триумфальные победы. А главным спортивным событием 2018 года можно назвать второй международный турнир «Аланы». Для участия в нем собрались борцы из 15 стран мира. Остинская сборная завоевала 3 золотые, 1 серебряную и 6 бронзовых медалей. Главный тренер команды Хетак Газюмов назвал выступление успешным. Помимо самих выступлений, турнир запомнился и рядом громких заявлений. Заместитель министра спорта России Павел Новиков пообещал, что в Осетии будет построен новый дворец спорта. Арсен Фадзаев сообщил, что в ближайшие годы республика примет чемпионат мира по вольной борьбе. Несмотря на обидное поражение от Александра Усика и ряд бредовых обвинений относительно исхода боя, в рейтинг главных событий года мы включили Мурата Гасиева. В начале года он эффектно вырубил Дортикаса, но примечателен осетинский боксер не только спортивными успехами, а тем, как объединяет людей. Люди в едином порыве выходят из-за него на улицы, смотрят поединки, не разбираясь в боксе, и просто мечтают о таком сыне, друге, брате. Нужно подчеркнуть. Боксерские школы Осетии еще никогда прежде не были забиты так, как сейчас. Кто знает, но, быть может, из-за Гасиева бокс в Осетии догонит и вольную борьбу.
В этом году в Северной Осетии активно занялись восстановлением популяции переднеазиатского леопарда, ведь долгие годы этот вид хищных животных считается исчезнувшим. Для нашей республики это событие очень важное. Барс – главный символ Осетии, который изображен на гербе. Летом в национальном парке Аланья были выпущены 2 пятнистых хищника по кличке Волна и Эльбрус. Барсы отлично освоились в дикой среде и уже успели стать фигурантами нескольких историй. То шакалов загрызут, то на высоченную гору взберутся, то станут подозреваемыми в убийстве домашних овец. В общем, пока что хищникам в Осетии все нравится. Одним из важных событий стоит назвать и успехи молодых остинских исполнителей. Не только в спорте у нас рождаются таланты. «Я вам отвечаю, наше музло будет слушать весь мир», сказали музыканты Мияги и Эншпиль. Так и случилось. Треки парней из Осетии звучат по всему миру. Работать с дуэтом мечтают лучшие лейблы страны и мира. Азамат Кудзаев и Сослан Бурнацев, известные как Мияги и Эншпиль, вошли в десятку российских рэперов с самым высоким доходом за год. Их клип «I Got Love» посмотрели 230 миллионов раз, причем видели его абсолютно в каждой стране мира. Творческую волну поймал не менее известный остинский исполнитель Матранг. Его песня «Медуза» быстро заняла почетное место в рейтинге популярных композиций. Медуза, 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 мы друзья, медуза, медуза. Матранг заручился поддержкой Басты и теперь выступает под лейблом Газголдер. С наступающим Новым годом! Пусть 2019 принесет вам еще больше хороших новостей.